Продолжаем изучать неизведанные места и прокладывать новые туристические маршруты по нашей прекрасной стране. Итак, остались позади живописные пейзажи долины Шалкадису, бурный водопад Бурхан-Булак зарядил нас своей природной силой и энергией. Турбаза Дардамты гостеприимно встретила современных номадов, а завершилось путешествие, оставив позади дикие тропы перевала Атапкан. Сегодня мы отогреемся и расслабимся в горящих источниках Чунджи. Откроем очередную страницу истории республики в уникальном комплексе Уйгентас и насладимся своеобразным миксом цивилизации и девственной природы на просторах туристической базы Тастау. Хотите узнать и увидеть все это первыми? Оставайтесь с нами! Но мы продолжаем наше путешествие. Сегодня мы находимся в районе Чунджи в Алматинской области. А это место славится своими горячими радоновыми источниками. Кстати, освоение этих месторождений послужило толчком к развитию целого курорта, который, конечно, привлекает многочисленных туристов. Село Чунджа – административный центр уйгурского района Алматинской области. Расположено оно в 300 километрах от города Алматы. Правда, степной климат в любой момент может преподнести самый неожиданный сюрприз. Первой преградой на пути к долгожданному релаксу стали пыльная буря и проливной дождь. Ну и, конечно, в районе Чунджи Алматинской области есть маленький эффект пылевой бури и жуткого ветра в степи. Так что будьте готовы к тому, что вас будет немножко сносить ветром. Побежали! Неподалеку отсюда и находятся знаменитые горячие источники, которые занимают живописную территорию между берегами реки Или и Кетменскими горами. Для нашей съемочной команды зона отдыха Чунджи и горячие источники стали настоящим спасением. Ведь любому путешественнику необходима перезагрузка, в прогрессе которой можно насладиться благами цивилизации, а заодно и поправить здоровье. В районе Чунджи огромное количество пансионатов и санаториев и более 140 минеральных источников с разным химическим составом. Туристы могут подобрать себе наиболее комфортную зону отдыха в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей. В верховье реки Тентек. В 35 километрах на восток от села Лепсы находится уникальный погребальный комплекс древних и средневековых номадов Семиречья. Этот невероятный памятник нашей истории под открытым небом занимает площадь 500 на 1000 метров и включает в себя более 150 курганов. Это один из самых известных курганов в стране – Уйгентас. Находится он на берегу реки Тентек. Согласно одной из гипотез ученых, датируется это сооружение 7-9 веком нашей эры, во времена рассвета тюркского каганата. В тот период времени тюркские каганы могли себе позволить огромную рабочую силу для сооружения такого могильника. На этом месте в 1723-24 годах в результате исторической битвы с джунгарами под предводительством Каракерей Кабанбая казахи освободили свои земли от иноземных захватчиков. Летом 1755 года Кабанбай-Батыр со своим войском перешел Жылысайский ледник, застелив лед кошмами и внезапным нападением разбил врага. Практически каждая зона отдыха предлагает размещение в номерах. Посмотрим, насколько комфортабельно достался нам. Номер 21. Счастливый. Ага. Нет, ну, в принципе, очень даже неплохо. 2 кровати, телевизор, кондиционер, холодильник. Очень важно. Достаточно приятные, такие приличные условия. Можно даже попробовать кровать. Кровать удобная, мягкая. Можно вполне хорошо отдохнуть. В принципе, живем.
Средняя стоимость проживания в стандартном номере обойдется туристу примерно в 5000 тенге в сутки. Цена может меняться в зависимости от сезона и уровня комфорта зоны отдыха и гостиничного домика. Почти во всех пансионатах имеются открытые и закрытые бассейны, детские площадки, уютные кафе. Все, что необходимо для качественного отдыха. Санатории и зоны отдыха Чунчжинского района предлагают различные целебные процедуры, основанные на минеральном эффекте вод. От ингаляции, питья до принятия ванны и купания в бассейнах. А сегодня мы, конечно, обязаны попробовать целебный эффект этого горячего источника. Согласно еще одной легенде, во времена империи Тамерлана, когда воины уходили на битву, то оставляли по одному камню, а по возвращению забирали их обратно. Смотря на Югентас, можно увидеть, потери были колоссальные. Уже много лет ученые спорят о смысле и назначении каменных скульптур – балбалов. Каменные идолы стоят на землях Монголии, Кыргызстана, на Алтае, в Китае и Казахстане. До недавнего времени было принято считать, что это своеобразные надгробные памятники. Но сейчас некоторые ученые пришли к выводу, что на самом деле балбалы являются своего рода маркерами территорий, знаками границ влияния. Ну что же, сейчас мы испытаем этот эффект. И кавабанга! Вода в горячих источниках Чунжи минеральная, температура колеблется от 20 до 37 градусов по Цельсию, а подогревается она за счет активных вулканических процессов, зачастую в состав такой термальной воды входит радон. Есть источники, в которых вода достигает 50 и даже 100 градусов. Радоновые ванны – одно из направлений бальнеологического лечения. Еще в V веке до нашей эры древнегреческий ученый Геродот разработал способ употребления и показания к назначению минеральных вод. Фу. Конечно, наибольшей популярностью горячие источники Чунжи пользуются в осенний и зимний период. Оно и понятно, когда перепад температуры воздуха и воды создают наилучшие условия для оздоровления, но, конечно, способствует расслаблению. Я отвечаю, а я поплыл расслабляться. Отправляясь на источники Чунжи, берите с собой купальник, махровый теплый халат, плавательные очки. А с учетом того, что основной сезон такого оздоровительного отдыха – это все-таки холодное время года, знатоки этих мест советуют брать с собой специальные банные войлочные шапки для того, чтобы голова всегда оставалась в тепле. Основные показания к применению радонотерапии – это суставные патологии и проблемы, связанные со здоровьем позвоночника. Следует обратить внимание, что данный вид лечения должен проходить только по назначению врача. У кого суставы больные, вот у меня самой сустав больной, из-за этого я летом приехала, чтобы, если воспаление будут, осложнений, чтобы не было. Всем я бы посоветовала, чтобы отдыхали на источниках. Термальные источники Чунжи по химическому составу не уступают, а порой даже превосходят многие знаменитые купальни в СНГ и Европе. Это место привлекает внимание не только многочисленных туристов, но и деятелей искусства. В районе Чунжи несколько лет назад проходила часть съемок известного американского исторического сериала «Марко Поло». Некоторые сцены сериала «Казахское ханство» тоже снимались здесь. Ну что же, после того, как мы пополнили запасы витамина D в организме, оздоровились от минералов местного горячего источника, а также отдохнули в местных номерах, нам предстоит путешествие в сторону каньона реки Темирлик. От района Чунжи это чуть более 100 километров. Я думаю, мы справимся. Не забывайте наш хэштег Across the Kazakhland. 23 часа в пути, и вот она, бывшая погранзастава Аркан-Керген. Совсем рядом проходит граница с Китаем, поэтому нужно заранее оформить пропуск для проезда. Здесь протекает много мелких речек, одна из которых называется Тастау. На ее берегу и находится турбаза, наш конечный пункт назначения.
Мы приехали на турбазу Тастау, что находится в горах Джунгарского Алатау на 2000 метров выше над уровнем моря. Это находится в приграничной зоне с Китаем, поэтому, чтобы добраться сюда, вам нужно обязательно получить пропуск. А сейчас мы узнаем, какие условия тут для туриста, сколько тут стоит переночевать и вообще, что тут есть интересного. После долгих перегонов и практически суток, проведенных в машине, так приятно прогуляться под сенью раскидистых деревьев и понаблюдать за людьми. Особая прелесть диких путешествий и ночевок в палатках под открытым небом завораживает. Но как же здорово снова очутиться в привычных цивилизованных условиях. Приехав сюда, вы однозначно отдохнете от городской суеты. Тут можно заказать в такую дождливую погоду баню. Баня с человека тут стоит 2000 тенге. Хорошенько пропарившись, можете окунуться в вот такую вот горную ледяную речку, что я собираюсь, собственно, и сделать. Отдохнув и смыв дорожную пыль, можно и прокатиться на настоящей степной лошади. И это непременное условие для любого путешественника, который впервые посещает Казахстан. Наконец-то наша съемочная команда в одном из самых удивительных мест Алматинской области – Чырынском каньоне. А вот это у нас Темирлик, правый приток реки Чырын. В этом каньоне такие красивые виды, которые могут посоперничать даже со знаменитой долиной замков. А еще здесь находятся реликтовые ясени, которые даже в жаркий летний период интересным образом создают прохладу и тень. Очень уникальное явление. С этой местностью связано множество легенд. В древности его называли дорогой в ад, так как здесь часто пропадали странствующие. Считалось, что всему виной проделки ведьм или духов красных волков. Они, кстати, до сих пор обитают здесь, вот только встретить их удастся не каждому. Их численность каждым разом уменьшается, и сегодня эти хищники занесены в Красную книгу. Местные говорят, что это очень мстительный волк, и ни один чебан ни за что не свяжется с ним, потому что за его убийство может отомстить целая стая красных волков. Но сейчас мы все реже их встречаем, и они занесены в Красную книгу. Есть здесь еще одно поверье. По ночам не стоит гулять по каньону в одиночку, так как повсюду летают ведьмы и сбрасывают со скал бродящих путников. Существует легенда, что именно в этом регионе когда-то в доисторические времена обитало племя огромных людей. Ну, глядя на каньон, в это можно поверить. Так вот, один из этих великанов в своем гневе когда-то отколол кусок от близлежащего отрога Тяньшанских гор. И вот он бросил этот камень, и этот камень приземлился именно здесь. Так как осколок был неровный, он образовал вот эти вот странные дырки в этом гроте. И, конечно же, иногда можно услышать все еще его злобный рокот по ночам, если сильно прислушиваться и сделать вот так. Хо! Ну, сейчас, конечно, не ночь, поэтому этого не слышно. Такая вот интересная легенда, которую я придумал за 5 секунд. На самом же деле это ветер, словно ювелир, выточил из песчаных гор причудливые формы. И теперь, находясь здесь, на дне Чырынского каньона, можно услышать звуки, отдаленно напоминающие смех. Вот только смеются это не злые духи, как считают местные, а сам каньон, пропуская ветер сквозь скалы. Вообще можно сказать, что Чырынский каньон за многовековую историю превратился в огромный музыкальный инструмент. Фу, зачем я полез по Чырынскому каньону в шортах? Объясните мне замечательную идею. В общем, лазать по этим скалам в шортах – это самая моя не лучшая идея. Все усеяно колючками и камнями острыми. А пока Антон занимается изучением флоры и фауны, предлагаем узнать, куда же на этот раз отправилась его замечательная коллега Жулдыз. А Жулдыз тем временем успела немного отдохнуть, и теперь ее ждет новое занятие – верховая езда. На базе можно для прогулок арендовать коня. Это стоит 10 тысяч тенге. И чтобы не заблудиться в этих окрестностях, нужно еще брать с собой проводника. Это отдельно 5 тысяч тенге. Что я собираюсь сейчас делать? Для меня сейчас запрягают коня, и я пойду на прогулку по этим окрестностям. Пришпорь коня, ощути дуновение ветра на лице и услышишь ритмичный звон струн мелодичной домбры в такт сердцу и распахнувшейся душе. На нашей турбазе есть 3 гостевых дома.
Один из гостевых домов включает в себя 10 спальных мест, второй является VIP-домиком для семейной пары, и третий домик он для егерей. Стоимость проживания в гостевом домике с 10 спальными местами 5000 тенге в сутки. Для VIP-гостей 8000 тенге в сутки. Также на нашей турбазе вы можете заказать услуги повара, которая также является стоимостью 10 тысяч тенге в сутки. Вы можете привезти свои продукты, либо заказать еду здесь. Цены вполне демократичные, убранство домиков, мебель и техника в хорошем состоянии. И, кстати, помимо традиционного отдыха, тут и идеальное место для проведения тоя, кзусату, юбилея. Чырынский каньон называют младшим братом Большого каньона в Аризоне. На самом деле он значительно меньше. Его высота едва достигает 300 метров, тогда как Гранд Каньон тянется ввысь на 2 километра. Тем не менее, общее у них все же есть. Их связывает общее происхождение. То есть и Чырынский каньон, Большой каньон Колорадо – это геологический музей под открытым небом. Вы только представьте, что около 400 миллионов лет назад здесь пролегал древний океан Тетис. Из-за движения тектонических плит стали образовываться острова. Начали расти горы, которые сейчас представляют величайшую горную систему Тяньшань. С уходом воды древнего океана Тетиса на этом месте образовывается Джунгарское море. 250 миллионов лет назад вода окончательно отступает. И сегодня мы видим грандиозный каньон протяженностью в 154 километра. Морские организмы трудились миллионы лет для того, чтобы поднять дно моря на высоту 1,5 километра. Это на самом деле очень впечатляет. Возможно, на первый взгляд данная местность может показаться безжизненной, но это далеко не так. Здесь обитает более 60 видов млекопитающих, около сотни различных птиц и 25 разновидностей рептилий. Богатая флора этого края. Здесь произрастает 1500 редких растений, 17 из них занесены в Красную книгу. Природа Казахстана удивительна. В нескольких часах езды от современного шумного мегаполиса находятся совершенно нетронутые цивилизацией места, где до сих пор можно встретить кочевников, которые живут по старым традициям. Всю эту невероятную красоту мы можем увидеть здесь. Живописное местонахождение нашей турбазы очень сильно привлекает туристов, так как это является местом дикой и нетронутой природы, где обитает очень большое количество животных, которых вы можете увидеть в подзорные трубы, а также совершить фотоохоту на них. На базе Тастау отдыхают туристы со всего мира. Известный тревел-блогер из Англии Джек Хардинг давно путешествует по всему миру и красочно делится впечатлениями от поездок в социальных сетях. Привет, меня зовут Джек Хардинг, я тревел-фотограф и путешественник из Северной Англии, Великобритания. Сейчас я приехал на турбазу Тастау в поисках живописных мест Казахстана. Тут невероятно красиво. Сегодня утром вблизи турбазы я увидел большого волка, вот такого. Вот здесь, прямо на дороге. Следующие несколько дней я проведу в этой местности, снимаю эту фантастическую природу. Не забывайте следить за нашим путешествием по хэштегу Across the Kazakhland и рассказывайте о своих эмоциях, планах и любимых местах в комментариях. Интересное эхо. Позади меня Чырынский каньон. Прекрасные виды. И внизу протекает одноименная речка. И так интересно, она окрашивает длинных оттенков каньон в зеленый. Сама речка сама зеленоватая. И деревья такие сочные, насыщенных зеленых цветов. А вот эту смотровую площадку, я думаю, мы как раз таки и используем для нашего традиционного фото. А если вы забыли, я напоминаю вам, что если вы сумеете повторить наш фотокадр и выложить его в социальную сеть Instagram под хэштегом Across the Kazakhland, у вас есть возможность получить интересные призы. Ну а что же я сейчас сделаю, я еще не знаю, я посчитаю до 3 и что-нибудь сотворю. Вы готовы? 3, 2, 1 и кавабанга! Лучшее время для посещения Чырынского каньона – весна и ранняя осень.
В летний период турагенты не советуют сюда приезжать, так как насладиться красотами природы может помешать 40-градусная жара, а зимой дороги могут быть размыты и передвигаться по скользким скалам опасно. В остальном поездка на Чырын оставит много неизгладимых впечатлений на долгую память. А мы продолжаем наше знакомство с турбазой. Местный егерь – настоящий романтик, влюбленный в свою работу. Территория хозяйства составляет более 32 тысяч гектаров. Все. Район горный, очень живописный район. Кордон находится на реке Тостау-2. Здесь очень много морал, козерог сибирский, медведи, архар из крупных таких животных. Мелкие там волки, лисы, барсуки, сурки. Вот. Такой очень богатый район. Есть в Алматинской области еще одно популярное среди приезжих и любителей горного туризма место – Кульсайские озера. Их еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Площадь парка составляет 160 тысяч гектаров. Вот уже на протяжении многих лет водоемы привлекают своей красотой и кристально чистой водой. Третье озеро Кульсай находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Самое большое Манжелге раскинулось на высоте 2250 метров. Чтобы добраться до третьей жемчужины Северного Тянь-Шаня, нужно подняться еще на 600 метров. Туристы приезжают сюда круглый год. Дорога от города Алматы в среднем занимает 4 часа. Для иностранцев организовывают специальные туры выходного дня. Здесь есть несколько хорошо обустроенных домиков с баней, беседками и кухней. Вдоль озер проложен туристический маршрут 25 километров. Его можно преодолеть за 2-3 дня пешим ходом. Или же за день конным. Алматинцы в основном приезжают сюда на своих машинах и предпочитают разбивать кемпинги. Несколько лет назад здесь сошел сель, и добираться до Кульсайских озер было проблематично. В этом году была построена новая безопасная дорога к национальному парку. За последние 10 лет число посетителей Кульсая увеличилось в 5 раз. В прошлом году здесь отдохнуло 35 тысяч человек. Более 1000 из них – туристы из дальнего зарубежья. Не доезжая 1 километра до села Чилик, на развилке нужно повернуть направо в сторону Чунджи и ехать вдоль ущелья Кокпек до поселка Жаланаш. Дальше дорога ведет до поселка Саты. Это конечная точка до первого озера. Природа края поражает с первого взгляда. Здесь обитает множество редких птиц и животных, занесенных в Красную книгу. В горах можно встретить снежного барса, тяньшанского медведя, туркестанскую рысь, синюю птицу. Охотиться на них, конечно же, строго запрещено. А вот для рыбалки эти места в самый раз. В озерах водится большое количество радужной форели. Кульсайские озера прекрасны во все времена года. Лучше приезжать сюда, конечно же, летом. Не стоит забывать, что ближе к осени в горах становится намного прохладней. Идут дожди, и дороги могут быть размыты. А зимой в этих краях выпадает очень много снега, что также может осложнить путь. В целом же, кто хоть раз побывал здесь, никогда не забудет великолепие гор, таинственную тишину и красоту девственной природы. Вот и подошло к концу наше очередное путешествие по просторам родной страны. Мы встретили невероятно интересных людей и открыли новые неизведанные тропы. Горячие источники, удивительные древние изваяния Уйгентас, живописная турбаза Тостау и истинное возвращение к настоящим казахским обычаям и традициям. Весь этот эклектичный мир Востока и Запада, искусно переплетенный во времени и пространстве, наверное, и составляет тот удивительный колорит нашего Казахстана. До встречи в пути!